Все знают про Древнюю Грецию, все знают про Древний Египет, про цивилизации Междуречья, Месопотамии, Вавилонию, Ассирию, Шумер. Это как бы и есть история древнего мира. Об этом написаны учебники. И россиянин изучает историю древнего мира по учебнику, где много сказано про пирамиды, но ни слова не сказано о курганах, где подробно рассказывается о том, что сделали древние греки, но ни звука о том, что сделано нашими предками на территории нашего многострадального Отечества. Греки создали гражданское общество, прекрасно. Но еще в Евразии создали колесо. Надо сказать, что вот нашей стране повезло. Мы имеем великолепную Евразийскую степь. И вот в этой степи с очень ранних периодов, с третьего, считайте, тысячелетия нашей эры, развивались племена, скотоводческие племена. И вот на их высшей исторической деятельности как раз появляется колесо. Колесо в значительной степени, увеличило мобильность культур, передвижение людей, передвижение товаров, передвижение идей. Все это связано с колесом. От простой арбы, теляги до колесницы. И следующий этап – это был, конечно, освоение коня под верховую езду. Появление колеса стало таким важным поворотным пунктом в первую очередь. Почему? Потому что появилось оно фактически на окраине огромных вот этих вот евразийских степей. И для евразийских степей колесо – это совершенно новый этап. Потому что перемещение на большие расстояния, на удаление от воды, там еще какое-то, это только возможно при наличии какого-то колесного транспорта, который позволяет вывести какие-то грузы серьезные. Колесо ввели в цивилизацию индоевропейцы на территории Восточной равнины. Мне доводилось снимать об этом фильм. И всадничество тоже возникло на территории Евразии. Впервые человек сел на коня именно здесь. Вы можете себе представить цивилизацию, современную цивилизацию, без колеса? Я не могу. А без всадников можете? Без конницы в войнах всех времен? Не можете. Я тоже не могу. А ведь началось все в тот период истории, о котором подробно написано в учебниках, но про Вавилонию, про Древнюю Грецию. Все знают Ликурга, Гомера, Гесиода, а их современниками были неизвестные никому люди в одном из самых глухих уголков Азии, к югу от Саянского хребта. Стало понятно, что, конечно, очень важным таким центром, где все это происходило, это наш был Южный Урал, где, как известно, памятники эти великолепные Аркаим, в первую очередь. У нас есть в погребениях очень хорошо сохранившиеся как раз следы колес, колесниц, погребения прямо с лошадьми, которые запрягались в эти колесницы. Здесь горы сменяются равнинами, и на этих равнинах впервые оседлана лошадь. Конечно, сесть на лошадь можно и без специальных приспособ. Вот и Самницкий воин сидит на лошади, но долго не просидит. И он не сможет быть конным воином. Конский пот разъедает человеческое тело. Конечно, на спину лошади можно набросить кусок ткани, кусок шкуры, надеть длинные штаны какого-то скифа. Но все-таки надежнее седло, хотя бы даже такое примитивное, какое изображено на этом ковре. А вот на изображении в кургане Чертомлык уже появляется настоящее седло в V веке до Рождества Христова. Чтобы управлять лошадью, необходима узда, необходимы стремена. Не опираясь на стремена, вы не сможете уверенно сидеть в седле. Вот у этого северного варвара, как называли его китайцы, всадника из степей, есть стремена, а у этих всадников из Ассирии стремян нет. Они плохо учились у северян. Изобретя в скифское время, в эпоху скифов, изобретя вот эти оптимальные формы узды, оно практически у дела существуют точно такие же, как и сейчас. То есть они тысячи лет просуществовали без особых изменений. Невеликое изобретение. Создать седло, стремена, узду вроде бы не так много. Но даже это позволяет бить в конном строю льва, как вот на этом скифском изображении. Или воевать. Воевать в конном строю.
появляется конный воин. Это самое континентальное место на Земле. Здесь даже стоит специальный монумент – центр Азии. Здесь две реки, Большой Енисей и Малый Енисей, сливаются, образуя одну колоссальную реку Енисей. Здесь горы, на которых иногда не тает снег даже в июне, сменяются равнинами. Равнинами, на которых не так много снега, континентально сухо. Поэтому скот на них пасется порой круглый год. В этом континентальном, глухом, далеком от центров цивилизации уголке Азии и родилась цивилизация всадников. Здесь человек впервые седлал коня. Ну, к сожалению, у нас огромная проблема заключается в том, что большие территории, связанные с Монголией и с Южным Присоянием, они связаны с безинвентарным обрядом. А безинвентарный обряд плюс погребение на, скажем так, в неглубоких могилах или прямо на поверхности земли очень легко доступно. Это все привело к тому, что сейчас мы очень мало имеем фактических свидетельств. Ну, конечно, какие-то находки все-таки есть. В 1971-1974 годах петербургский ученый Михаил Михайлович Грязнов и его тувинский коллега Монгуш Хургын Оулович Маннай Оул раскопали огромный курган Аржан-1. Само название Аржан по-тувински означает «источник». Здесь долгое время из самого центра кургана был источник, считавшийся священным. Источник иссяк. В 20-е годы 20 века строители светлого будущего растащили большую часть курганной оградки на современные строительные нужды. В 2012 году мы застали этот курган, вернее остатки раскопанного кургана, вот в таком состоянии. В основе кургана была громадная деревянная камера, сделанная из бревен диаметром от 30 до 85 сантиметров. Вокруг расходящиеся сектора, в которых было похоронено до 70 различных людей. Исследование древних спилов показало, что курган возводили одновременно в сентябре месяце. А над курганом насыпали каменную насыпь диаметром примерно 120 метров и высотой 3-4 метра. И сама плоская поверхность насыпи и сделанные в окрестность каменные выкладки могли служить и для жертвоприношений. Неприятно думать, каких. Памятник разграблен уже в глубокой древности. Тем не менее, сделано в нем немало разнообразных находок. Ну и, конечно, грабители не интересовали кости ни людей, ни животных. А изучение их позволило установить. Курган строили на протяжении недели по меньшей мере 1500 человек. И в кургане присутствовали кости лошадей примерно 13 разных популяций. Уже давно возникало предположение, что скифские памятники Сибири древнее классических причерноморских скифских памятников. Это нарушало установку. Установку о том, что цивилизация шла всегда с запада на восток. Из Причерноморья более цивилизованные скифы поддерживали уже своих более первобытных сородичей в Сибири. А оказывается все наоборот. Курган Аржан-1 – это даже не раннее скифское время, это предскифское время. В его конструкции много общего с сооружениями андроновской и карасукской культур, ну хотя бы знаменитым Аркаимом, с другими памятниками, найденными в Сибири, например, на реке Тобол. А вот курган Аржан-2, тоже в Туве, это уже ранние скифы, 8 век до Рождества Христова. В этом потрясающем сооружении, созданном в 8 веке до Рождества Христова, диаметром примерно 80 и высотой 3-4 метра, которое раскопала российско-германская экспедиция, было обнаружено до 20 килограммов золотых вещей. Это уже классический звериный стиль скифов. Скифская классика. Но она на 2 века старше, чем та же самая классика в Причерноморье, в Крыму, на территории современной Украины. Все начиналось именно здесь. И
таким следующим моментом, который отличает эту культуру от остальных, это появление великолепного скифо-сибирского звериного стиля. Через этот звериный стиль они передавали сложную систему миропонимания их, сложная система, связанная с культурным обменом, с племенными какими-то войнами, завоеваниями, и в то же время выражение каких-то вот новых эстетических моментов в их культуре. Это очень важные как раз элементы, которые позволяют нам резко отличать скифские культуры от остальных культур. И этот великолепный мир, он как раз очень яркий, очень самобытный, он пронизывает все вот евразийские степи, начиная от Венгрии, заканчивая Маньчжурией, практически Тихим океаном. Классическое изображение скифского звериного стиля. Летящий олень. Летящие олени Сибири, особенно Тувы, из Аржан-1 и Аржан-2, они очень напоминают летящих оленей предшествующей культуры, карасукской. И этот стиль рождался здесь. Замечательные степи и горы Тувы стали первой родиной скифов, но они перевалили саянских хребет и очень быстро цветущий предгорье Саян, ее замечательные равнины и степи, берега ее озер стали для них второй родиной. Тагарская культура – это скифо-сибирская культура. Культура цивилизации всадников. Всадничество очень быстро пошло по миру. В Хакасии расцветает точно такое же искусство звериного стиля. Такие же вещи находят в местных курганах. А в так называемой Салбыкской долине, в Царской долине, если угодно, в ней находятся царские курганы, самые большие в мире. Все знают о пирамидах. Все знают про пирамиду Хеопса. А кто слыхал про большой Салбыкский курган, поставленный в IV веке до Рождества Христова? Кто вообще слыхал про такой курган? А ведь это один из самых больших, если не величайших курган в мире. Размером он примерно с пирамиду Хеопса. Пирамида Хеопса выше, она каменная. Салбыкский курган достигал в историческое время всего 13 метров. Правда, когда его насыпали, возможно, он был выше примерно в 2 раза. Просто он ведь земляной. Вода и ветер постепенно разносят землю, из которой он сложен. Принято восхищаться потрясающими камнями весом в 2,5-5 тонн, из которых сложена пирамида Хеопса. А это курганная оградка, сложная сплит, весом до 30 тонн. Как их транспортировали, как обрабатывали, об этом ученые рассуждают и спорят до сих пор. Отсюда, с территории Хакаско-Минусинской котловины, всадники проникли на территорию Центральной Азии. Они дошли до Ордоса, до излучины Хуанхэ, современного Северного Китая. Они там продолжали существовать и несли свою культуру. Конечно, постепенно смешиваясь с местным населением, и собственная культура приобретала местные черты. Вот хотя бы этой лошади. Но есть в них нечто китайское в этих лошадях. Проникли они, конечно же, и на Алтай. В том числе на Горный Алтай, где зимой тучи опускаются ниже горных пастбищ, и поэтому очень удобно пасти скот и зимой. Такой парадоксальный момент. Очень холодно, но сухо. И снега не лежит. Проникли скифы в Казахстан, в эти беспредельные казахские степи. Продвигаясь дальше, проникли в Среднюю Азию, в Приоралье. И везде они оставляли очень похожие предметы, очень похожие вещи, по которым сразу видно, пришли люди цивилизации всадников. В Казахстане обнаружен даже целый храмовый комплекс. Причем у него очень интересная организация. 3 стороны крутые, а 4-й склон холма, он пологий, по нему легко подниматься. Таким же образом, кстати говоря, устроен и Афинский Акрополь. В точности. Но Акрополь на 1,5 столетия моложе, чем соответствующие памятники казахских скифов-саков. Всегда считалось, что эллины учили диких азиатов. Но кто же кого учил? Он по своей достоверности, в принципе, сопоставим с
Второй момент хотелось отметить, что помимо вот человека царя из Царской долины в Туве, из Аржана, было еще опубликовано 2 человека, которые являются предками кыргызов. Первый – это поселение Буланово, синташтинской культуры, которое находится на границе России и Казахстана, так называемая долина городов Аркаим. Может, слышали. И там вот действительно лежит человек, у которого мутации предковые для кыргызов. То есть он еще, вот эта сама мутация кыргызская, она не произошла, потому что она чуть позже появилась. Но именно вот он, человек, который жил 43 века назад, как раз на границе России и Казахстана, он является одним из предков кыргызов. А далее еще в этой же статье был опубликован образец из Хакасии. Менсийская котловина, тоже там датировка примерно 30 веков назад. Это представитель карасукской культуры, который генетически, то есть поселение называется Арбан, то есть он тоже имеет те же мутации, что и вот человек из Аржана. То есть это один из предков кыргызов. То есть у него эта уже мутация есть. Статья была опубликована в 2015 году, потом биоинформатик Владимир Таганкин обработал эти сырые данные. То есть, самим американцам понимаете, что им было интересно палео-ДНК. С кем совпадет, это уже сырые данные вывесили, проверили, и действительно оказалось, что вот они близки к кыргызам. И тут самый главный момент, необходимо для кыргызов провести полный секвенс Y-хромосомы, потому что предварительные данные показывают, что это одно и то же, но нужно уже окончательно провести эти исследования, чтобы уже четко показать связь. То есть без этого мы будем только знать, что, как вот вы знаете, что у вас есть сын, вы в принципе знаете, что он ваш сын. Но когда вы сделали тест на отцовство, вы реально уже все, 100% доказательство, и в суде это котируется, условно говоря. И ученые, никто не сможет поспорить с этим делом.